Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашу победу. Посмотрим, в чем ждет вас победа и какие вершины вам покорятся. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком короткий и не загадывайте слишком продолжительный. Да? Что-то средненькое загадайте. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, ну давайте разбираться. Вот самый большой фрагмент — это огромная вот она утка, которая плывет в левую сторону. На ней сидит такой бодрый мужчина, а за ним сидит прекрасная женщина, прям так наслаждается этим моментом. Да? Я на утке, я в компании замечательного мужчины, и у меня все хорошо. И если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, в загаданный вами срок у вас идет головокружительное улучшение вашего финансового, материального состояния, положения. Огромная утка — это большая прибыль, это большие деньги, это крутые возможности, которые просто вот, вплывают, влетают в вашу жизнь. И вы верхом, то есть без особого напряжения, без особых усилий вы это все получаете. Если вы женщина, если вы девушка, смотрите мою отсыпочку, то здесь прекрасный, успешный мужчина будет вас катать на этой утке, как говорится, с ветерком. Вы довольна, вы счастлива. Здесь мужчина не только тратит на вас деньги, но он еще и вам эти деньги дает, да, на ваши личные просьбы. Может быть, у вас какие-то долги, у вас какие-то кредиты. Мужчина это все будет закрывать. Он вас сажает на свою утку. То есть вы с ним из одного кошелька берете. То есть очень хороший такой знак. Возможно, это ваш мужчина, уже существующий муж, который вот такие свою утку найдет и на ней начнет кататься, да, то есть деньги зарабатывать. А у других это играет, что это новый мужчина, который прям возьмет вас под свое крылышко и полностью будет вас и снабжать, и удовлетворять все ваши потребности, запросы. Крутой знак, влево плывет, то есть это очень неожиданно произойдет, неожиданно. При даже каких-то неблагополучных исходных данных человек все равно на эту огромную утку вскочит и будет на ней с легкостью кататься. Ну, а если вы девушка-женщина, я вас поздравляю, девочки, вам даже делать ничего не надо. Все сделает этот прекрасный мужчина, красивый, прекрасный, умный мужчина, да, который вас на свою уточку и посадит. Так, в следующем моменте здесь у меня женщина справляется со своими эмоциями. Вы можете смеяться, но это серьезная победа. Серьезная победа. Знаете, как сама себя в руки взяла, вышла из депрессии, вышла из истерик, прекратила чего-то бояться, справилась с какими-то своими комплексами. Это победа именно над своими недостатками, либо над тем, что вас изнутри портило и выжигало. Это тяжелый труд, это не каждому дается. Но те, кто зашли на мою цыпку, я вас поздравляю. Вы победите то негативное, что мешает вам жить, и именно оно находится внутри вас. Да? Возьмете себя в руки, запретите себе стрессы, запретите себе истерики, запретите думать в каком-то негативном ключе. То есть вы сами себя спасаете. У кого-то есть старые травмы, у кого-то есть, скажем так, какие-то, может быть, испуги, неуверенность в себе. Вы это все и искорените. Вот целиком и полностью. Вы как обновитесь и станете гораздо сильнее, гораздо жизнеспособней. И вы знаете, поменяется все. И вы поменяетесь, и жизнь поменяется, и все вокруг вас поменяется. Очень хороший знак на самом деле. Дальше. Здесь у меня мужчина, который женщину куда-то тащил. Причем тащил в левую сторону, не пойми куда. Постоянно ей врал, постоянно ей что-то прям внушал, что ты типа никто, звать тебя никак, ты без меня не справишься, ты без меня не выживешь, ты должна меня слушаться, ты должна мне подчиняться.
ты должна беспрекословно выполнять все то, что я от тебя требую. Ну, то есть жесть какая-то была. Какие-то очень сложные взаимоотношения, которые для женщины были не только противопоказаны, но еще и опасны. Маленькая женщина, маленькая храбрая женщина берет в руки, ну, вот что-то острое, острый предмет. Ну, пусть это будет нож, да, и она начинает себя защищать. Она начинает наносить мужчине очень жесткие удары. Мужчина в шоке, в неожиданности выпускают ее из своих цепких рук. У женщины есть прекрасная возможность от него избавиться, освободиться и, как знаете, вот это ярмо с себя сбросить, этот абьюз с себя сбросить. Девушки, несмотря на то, что вы девушки, несмотря на то, что вы хрупенькие, маленькие, уступаете, значит, вы по силе, по физической силе этому мужчине, вы сможете дать ему отпор. Вы сможете выйти из этих абьюзивных отношений. Кто себе такую цель поставил, у вас тут идет яркая, быстрая победа над таким вот абьюзером. Вы от него освободитесь. Нанеся ему пару ударов, вы от него освободитесь. Он от вас отстанет, потому что он, знаете, даже предположить не мог, что вы можете за себя постоять. А вы это сделаете. Вы этого мужчину победите. И также, девушки, кто разводился, и там была какая-то дележка, там детей делили, имущество делили, смотрите, вы найдете такой правильный подход, либо что-то придумаете, что вы этого мужчины, значит, то, что вам нужно, отсудите, 100% отсудите. Он здесь конкретно получит по рукам, да, ему будет больно от вас, и вы, например, своего добьетесь. Здесь 100% победа именно за женщиной идет. У женщины в голове прям луна вышла, как тайные знания, как тайные возможности, способности. То, чего раньше вы не пробовали. Да? Вы ведь не пробовали себя защищать. Вы ведь не пробовали быть жесткой к этому мужчине. Смотрите, какие прекрасные результаты придут. Так, идем дальше. Здесь победа в каком-то жилищном вопросе. Потому что здесь показали окна, причем окна очень красивые. И вы в это окно заглядываете, но не с внешней стороны, а с внутренней. То есть вы из дома как будто бы выглядываете. То есть вы займете какой-то хороший дом. Либо у вас получится построить свой дом, купить свой дом, получить наследство свой дом. Может быть, получить даже свой дом. То есть у вас это получается. Здесь вы будете что-то делать, либо кому-то писать постоянно, какие-то обращения, письма, что-то пишете, прям много пишете. И вот каждое слово, оно на вес золота, то, что вы пишете. Либо вы будете общаться с разными людьми для того, чтобы вам, ну вот, получить свое жилье, да, жить в своем жилье, либо удалось приобрести свое жилье. То есть общение, либо письмо. Так и так может отыграться. Вы знаете, идет такое ощущение, что вы раньше так много ни с кем не общались, либо не были вхожи к таким людям, в такие двери, кабинеты. Может быть, в принципе, вы не привыкли на кого-то рассчитывать. А тут, знаете, как жизнь заставила. Может быть, от обиды, может быть, от несправедливости. Но вы решение принимаете, что пока я не обрету свое жилье, я покоя никому не дам. И это очень правильное решение. Не могу сказать, что легко, скорее всего, все-таки будет сложно, и по времени это дольше займет, чем вы загадали срок. Но вы будете в своем доме, вы будете через прекрасные светлые окна смотреть на прекрасную картинку окружающего мира вокруг вашего дома, да, вокруг вашей квартиры. Вы своего добьетесь, вы такой человек. Эта крыша, она будет не только для вас, но и для ваших, например, там, детей и внуков. То есть вы эту крышу будете передавать, да, этот дом будете передавать дальше по наследству. И ни одно поколение ваших потомков вам спасибо скажет за то, что вот у нас такая крутая бабушка была, либо такой крутой дедушка, прадедушка, да, такой прекрасный дом построил, выбил, добился. Хороший знак на самом деле. Но еще раз говорю, много придется писать, либо много придется говорить, да, к разным людям обращаться. Если вы человек скромный, если вы никогда этого не делали и особо не имеете к этому предрасположенности, вот чувство несправедливости, либо обиды, да, обиды, вот оно придаст вам силы. И пока вы своего не получите, вы не отступите. Так, кто-то здесь вернет себе свою удачу. Может быть, вы вступили в такой период жизни, когда вам не особо часто везло. Может быть,
действительно по причине чьих-то действий, как будто бы удача от вас отвернулась. Но вы ее себе возвращаете. Здесь вы будете делать какие-то обряды, какие-то техники применять, может быть, психологические, может быть, эзотерические, но вы все разные, да, все разные. Благодаря этому и вашей настойчивости вы себе назад возвращаете свою удачу. Мало того, что вы возвращаете удачу в виде подковы, она у вас еще и в виде очень крутой руны, которая несет вам подарки. Подарки. Вы знаете, вот вижу, хочу, беру, получаю. В таком ключе у вас идет. Так, еще в чем вам ждать победы? В суде ждите победы. В суде, либо в каких-то разборках. Разборки, которые связаны с законом, с правилами, с правопорядком. Да? Вот здесь ждите победы. Не знаю, то ли вас судят, то ли вы с кем-то судитесь. Так и так может быть. Или к вам какие-то обвинения. Смотрите, стойте на своем, чего бы вам это ни стоило. И ни на миллиметр не отступайте от своих идей, своих мыслей, от того, что вы озвучили. В этом залог вашего успеха. Именно в настойчивости. Даже если у вас не хватает аргументов, даже если у вас не хватает доказательств. Если вы будете стоять на своем, именно вот этой стойкостью вы переубедите, допустим, там, дознавателя, либо судью, либо того, кто будет принимать решения. Да? То есть именно вот уперся человек, и все, и ни на сантиметр не подвигается. В этом залог успеха. Может быть, обстоятельства будут против вас, может быть, действительно доказательная база будет минимальной, но настойчивость, упрямость вам помогают. И вот это точно. Так, еще какие-то иллюзии вы отбросите из своей жизни. Иллюзии, заблуждения, как, знаете, замыленные глаза промоете водой, чистой водой. Вы в плену каких-то иллюзий, вы в плену каких-то нездоровых убеждений. Либо сами себя накрутили, либо кто-то вас накрутил. Я вижу, что у вас идет прозрение. И это очень крутая победа на самом деле. Вы, во-первых, будете меньше заморачиваться на какие-то никчемные темы. Вы увидите мир таким, как он есть. И в-третьих, идет какое-то понимание. Понимание того, что я в какое-то время заблудился или заблудилась. То есть как сбили вас с пути. Либо вы сами себя сбили, либо кто-то вас сбил. Вы в чем-то были вот прям категорически уверены. Либо вы во что-то прям веровали, как в догму. А кажется, что это все было напускное, не настоящее, как мыльный пузырь, который лопнет. Как-то безболезненно вы это все пройдете, но это очень ценный урок. Победа над своими заблуждениями, иллюзиями и ценный урок. Как в будущем не попасть в такой просак. Либо как в будущем уметь, да, как разделять иллюзию и реальность. Такой момент. Как будто бы хвост от себя скидываете. Да? Как будто бы вы русалка, либо русал. И вот этот рыбий хвост вы от себя скидываете. Вместо хвоста у вас ноги прорастают. Но это хороший знак. Так, еще не для всех, но для кого-то конкретно. Победа в каком-то конкурсе. Конкурс, мероприятие, лотерея тоже может подойти. То есть вы в чем-то выигрываете. Однозначно какое-то призовое место идет вам. Может быть и не первое, и не джекпот, но что-то вы выигрываете. Будете этому безумно рады. Особенно у кого-то отыграется, что это первый раз в жизни вы что-то выиграли, либо где-то выиграли. Слушайте, радоваться будете, как ребенок. Вот прям до слез будете радоваться. Такое счастливое состояние. Давно вы не ощущали, даже, возможно, в детстве таким счастливым, либо счастливой вы себя не помните. Пробуйте, мои хорошие, пробуйте и знайте, что удача любит тех, кто умеет рискнуть. Но риск всегда должен быть оправданный. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.